Еще каких-то полгода назад я и подумать не могла, что я буду заниматься спортом. Оказывается, жизнь меняется, доктор, и все меняется вокруг. Впервые со мной такое, чтобы я ходила и так вспотела. Офигеть. Аж футболка вспотела, прикиньте. Обалдеть. Ряды наших спортсменов пополняются. Пожалуйста, вот, собственно, еще Резеда Апа теперь ходит с нами. Вот. Скоро вся Арава будет ходить с нами. Я думаю, мы скоро и их мужей подключим, и детей подключим, всех подключим. Правильно? Правильно. Потому что, как говорится, в здоровом теле вмещается много алкоголя. Резеда вот тоже красавица, спортсменка, комсомолка. Ултауга доктор. Вот, видите, в гору она идет. Когда в гору идешь, оказывается, больше калорий сжигаешь. Вот. Да. Сколько ты прошла? Сейчас 30. Ой. Нифига, калорий, я вам 213, прикинь. Представляете, вот, потому что в гору идет. А мне, короче, просто шла и 130 хрен сожгла. Прикиньте, она 2 раза больше сожгла, потому что в гору идет, надо в гору ходить до старта. Мой персональный тренер Аделина, которая еще даже не выспалась. Ты шем даём, кстати? Да. В отличие от некоторых. Да, это я. Тышим даем маном, битым даем маном. Зато пришла ходить. Мужики все с похмелья, все спят до утра. Вот девчонки, мы все занимаемся, мы молодцы. Мы не с похмелья, как некоторые. Аделина вообще качается. Оказывается, попа, если не качать до утра, она сдувается. Да, если долго не качаешься. У меня вообще нету попы. Она не будет у нас семейной. Ну, нет, если подкачать, она будет, конечно. Но я не хочу еще подкачать. 100 калорий сжигать еттім бүгін достар. И қазір шул 100 калорийді обратно нетем. Ой, соңғы қайта. Өлікмеден бигрәк кубик мәгәшәнен икән. И только сейчас я это заметила. Сейчас вот здесь протеру, чтобы вы все видели, что вот как у вас полы моют. Это опять номер 2166. У вас вообще полы мыть не умеют. Я специально видео сняла, как у вас уборщицы полы моют. Я вам приду покажу. Сначала же надо полы пылесосить от волос, от всего, от пыли, а потом мыть. А они сухой шваброй шап-шоп, тяп-ляп и все. После вашей уборки я влажной салфеткой протерла полы. Везде волосы, пылище, грязище. Как так умудряется мыть, я не знаю. Это отель 5 звезд. Ну все, спасибо. Это у вас отель 5 звезд. Моете вот так каждый день полы. Сначала полы, между прочим, пылесосят, обеспыливают, потом протирают влажными. И под кроватями тоже надо протирать, углы тоже. Ой, аллахая! Плавает, смотрите. Красиво, сексуально, что было, да. Вот так аккуратно. Очень сексуально вышло из бассейна. Все мужчины ахали и охали. Это вообще ненормально. Видела, да, как прыгает? Вообще, какая-то бешеная табуретка, блядь. Я так не умею, я даже не хочу пробовать, это вообще же ужас. А вы прикиньте, так вот в жару на солнце целый час вот так вот проводить. Кстати, на самом деле у меня много знакомых из фитнес-клубов, тренеров, кто потом, вот кто групповые ведет, они потом уезжают вот сюда, вот так вот вести тренировки. То есть они летом, грубо говоря, как на вахту, что ли, уезжают сюда, в Турцию, работать. Они здесь живут, получается, проводят тренировки, тренируются и отдыхают, соответственно, вот. Очень много, и танцоров очень много, кто у меня из знакомых уехал, и тренеров очень много, вот. Все мужики в первом ряду стоят. Видела? Да. Все мужики стоят на первом ряду, потому что она прыгает, очень сильно поднимает ноги. А женщины сзади стоят. Вот так вот мужики, блин.
не пьет, на секундочку, кстати. Я вот пила только пиво после бани, когда в гостях была и на отдыхе пила пиво. А сейчас, да, после операции, после резекции желудка, мне же нельзя употреблять алкоголь полгода. Кстати, вот это очень тяжелая тема была, когда мне сказали, что после операции нельзя пить полгода. Я даже одно время передумала идти на операцию. Представляете? Я абсолютно не знаю, с чем себя занять. Да, из-за этого я начала читать книгу. Это Азалькина книга. Говорите точно про какой-то мета-язык. Я еще сама не разобралась. Имидж мировой бестселлер. Вообще понятия не имею. Читаю, что читаю, не пойму, короче говоря. Ну, чуть-чуть начала понимать. И вот сижу я, значит, смотрю на людей, которые радуются жизни, танцуют, поют, отдыхают, пьют, купаются. Ну, блин, я не могу еще привыкнуть. Сидишь со своим кофе, блин. Нифига, жизнь не играет яркими красками. Здравствуйте, дорогие подписчики. Подскажите, что можно сделать с этим животом? Качаться и много-много бегать и ходить. Это вам я говорю, как человек, который тоже похудел немножко и не может похудеть до конца. Нет, мы не пойдем на вас, на ваш массаж. Почему? У вас бешеные цены. Бешеные цены? Почему такие цены делаете? Да? Вас... Вот в Таиланде мы делали массаж, да, на все тело за 700 рублей всего. 700 рублей? Да. Сколько долларов? 700 рублей, какой доллар? Ну, типа, если перевести, то это сколько? Сколько долларов? Сколько сейчас долларов? 8 долларов. 8 долларов? Да. 8 долларов на все тело, тайский массаж. А Да. у вас тут бешеные цены, блин. Поэтому никто и не ходит к вам. Сделали бы 2 раза дешевле, весь пляж бы побежал к вам. А что Окей. не так? У вас будет подарок, все. Где? Давай 50% скидку нам. Не могу. Почему? Это не в его Вы так компетенции. красивы, без массажа. Лучше не пришли. Нет, я массажем хочу. Почему? Скидки Нет, не вы так делаете? красивы. Не надо массаж. Рисовый, говорит, какой я? Красивый. Красивый? Да. Мне рисовый, Не, слушай. не, красивый, красивый. Да, я красивый. Мне вот это надо убрать. Что-нибудь сделайте с этим, да. Да. Вот такой какой-нибудь массаж вот такой есть? На живот только. На живот? Только на живот массаж есть? На Нет? живот массаж. Сколько стоит на живот только? 100 евро. 100 евро? Да. 100 евро это сколько? Это Сколько 100 евро? 100 евро это 10 Нашими тысяч? деньгами. Ну, 10. 5 Какой тысяч? пять? Вот Не 5 представляете, тысяч, ни Мухтар, разу. вот представляете разница. Вот түріктер массаж зыққайватқа болады. 5 5 тысяч на живот. Около 8 только. тысяч? Это около 8 тысяч. 8 тысяч? Да. Вот что, откуда вы такие цены берете? Не умеете вы бизнес вести? Да. Казахстан? Почему все думают, что я Казахстан? Нет, вы только поговорили казахский язык. Где? Нет, Мы казахский это- язык не говорили, Нет, это башкирский это язык. башкирский язык. Казахстан? Почти рядышком. Дагестан, иняң башы. Дагестан. Башкортостан. Башкортостан? Да, Кыргызстан. Уфа. Уфа? Кыргызстан ты уже. Окей, окей. Это зона бассейна, тут вообще очень много лежаков, народу очень много. Вот это главный бассейн. И там вот бар. Больше всего людей отдыхают возле бассейна. На море больно-то не идут, хоть и море теплое, хоть и холодное. Один черт, люди в основном возле бассейна. Почему, не знаю. Кстати, здесь постоянно игры проводят, волейбол. Там мостик через бассейн. С этой стороны в основном дети отдыхают, с этой стороны взрослые отдыхают. И вот мы через мостик проходим, и здесь у нас главный корпус, как там его, столовая. Я столовая говорю, все говорят ресторан, но я говорю столовая. И ресторанов везде очень много ресторанов, где хотите можете поесть. Еда просто офигительная, вкусная. Кстати, насчет еды, очень мне нравится тут как кормят, потому что здесь есть наша местная русская кухня. Борщи, щи, винегрет, синий салат, короче, соленые огурчики, плов, короче говоря, наша еда здесь есть. Ну, не только наша еда, и их местная тоже еда. Все блюда я вам не могу показать, но тут, короче, абсолютно есть все. И очень вкусно готовят. Вот так. Вот даже посмотрите только, какое разнообразие всяких вот, я не знаю, как это вообще называется, но, короче говоря, вот всяких добавок или что там такое вообще. Это вот фруктовые десерты в меде, там, в шоколаде, всяких разных тортиков, сладостей. Тут просто глаза разбегаются, Мухтар, когда начинаешь выбирать. Вот, это вообще капец. Вот чего только нету, видали, да? Это просто ужас. Какое разнообразие. Вот тут даже есть наша окрошка. Достар, Тарелкаларга, әзірлеп қойғандар окрошку.
Вот тут наливаете сами и добавляете сами, какая нужна добавка. Также есть доктор. Сметана, зелень, что хочешь к супу добавить. Вот, допустим, сейчас это чечевичный йогуртовый суп. Вот это вот. И, конечно, доктор мой любимый борщ. Вот, офигительный борщ. Борщ очень вкусно готовят. Молодцы. Офигительно вкусный борщ. В прошлом году в борще было мясо, а в этом году что-то нету. Я все, конечно, вам показать не могу, но тут очень много разных блюд, которых я даже вообще названия не знаю. Доктор. Ну вот, допустим, вот такая вот тушеная капуста, это овощи какие-то, это вот опять я не знаю, что такое. Вот такие вот штучки есть, и вот такие вот. Рыба, кстати, вообще очень много тут рыбы, доктор, овощей всяких разных. Такая вот отварная курочка с овощами, даже диетическая еда и это еда для маленьких детей тоже здесь отдельно все готовят. Это овощи с мясом, отварной рис, тут тоже картошка с овощами, картофельное пюре с тефтельками. Даже тефтели, доктор, есть. Кстати, тут даже еще есть, знаете что, в одном кафе возле прямо моря продают беляши. Прикиньте, беляши. Такая вот рыбка есть. Вот такое вот мясо куриное. Тут овощи на гриле. Сосиски даже есть. Вот так. Тут, видите, тут все готовят на гриле блюда. Тут жарят, шашлычки. Вот тут, видите, шашлычки люди набирают. Это уже другой зал, доктор. Ну, короче, я вам все показала. Столовой-то. Таких столовых штуки, наверное, 4-5, наверное, здесь. Очень много столовых, поэтому очередей нету. Я же сказала, что в борще нет мяса. Оказалось, есть. И у меня залез зуб в дырку зуба. И не выходит. Ну, короче говоря, насчет еды можете быть спокойны. Голодными тут не останетесь. Очень вкусно кормят. На самом деле вкусно кормят. Вот во многих отелях была, да, не во многих отелях готовят так, как здесь. А то вот некоторые говорят, вот, в Таиланде еду обосрала, ничего тебе не нравится никогда, вечно ты ворчливая какая-то. Нет, конечно, доктор, я не ворчливая, но если действительно там было невкусно, что я могу поделать-то? А тут вот вкусно, действительно очень вкусно готовят, от души, можно поесть. Мы с девочками пошли на пирс прыгать с пирса. Но я прыгать не буду, потому что пока что еще мне нельзя прыгать. Я боюсь, потому что у меня же еще шов до конца не зажил, поэтому страшновато. А вот девчонки будут прыгать, вот они идут прыгать с пирса. Кстати, вот на пирсе прямо здесь, вот смотрите, есть лежанка, лежаки, то есть лежанки делают. Вот здесь прямо люди отдыхают. Видите, матрасы, вот эти простыни постоянно меняют, кстати говоря. И вот тут люди загорают. Все, привыкли к воде. Раньше тоже прыгала с этого пирса постоянно, приходила сюда, прыгала, да. И помните, я вам рассказывала историю, как вот здесь вот сидели две женщины, отдыхали, они увидели, как я прыгаю, у меня тогда был живот большой, да, и они думали, что я на последнем месяце беременности прыгаю с пирса. А они говорят мне, а что вы как прыгаете, вы же беременная? Я говорю, так я не беременная, я толстая, говорю. Вот как раз на этом пирсе эта история и случилась. Все как водичка. Вообще, когда прыгаешь, вот когда просто аккуратненько входишь, холодно. А когда ты резко прыгаешь, прям вообще незаметно. Что вас не устраивает? Сейчас захейтит меня Альберт Панкратович руки. Там прикольно. Сейчас я быстренько сторис снимала. Итак, короче, доктор, все, мы начали прямой эфир с Аделиной. Будем отвечать на самые каверзные и интересные вопросы. Кстати, доктор, мы еще хотим сделать за самые интересные вопросы, за 3 интересных каверзных вопроса будет приз Аллаберха. Вот так вот, доктор. Вот все, мы подключились к прямому эфиру. Мы здесь с Аделиной. Кстати, блин, подставка вино. Прикиньте, это вино отель нам дал. Салям, кадрлы доктор. Вот и долгожданный наш прямой эфир. Долгожданный, Влады. Может, вообще никто не ждал это. И скажет, пошли вы нафиг со своим прямым эфиром. Вы ругались с Альбертом из-за дочери. Конечно, доктор. Казалось, что вот Аделина там что-нибудь там не то ответит, да, что она огрызается,
что она ко мне плохо относится, даже что-нибудь вот не то скажет, и мне было обидно. Вот так вот, конечно же, было на самом деле тут так. И я Альберту говорила, Альберту не нравилось, Альберт со мной ругался. И из-за этого у нас были конфликты. Ну, это надо, знаете, работать над собой. Чтобы прийти к таким отношениям, они такие, как психологи, ой, блин, такие дурочки на самом деле. Чтобы прийти к таким отношениям, как сейчас с Аделиной, да, это был долгий и трудный путь. Аделина, ревнуешь? Папа, кстати, очень много вопросов. Да, по Да, поводу вот ревности. давай расскажи. Кстати, у него была ревность. Да, в детстве была ревность. Ну, типа, почему папа, типа, есть семья, почему он с ней, типа, с ними проводит время, почему с ними живет, почему, типа, со мной, типа, никто не живет. Но у меня в целом, типа, с родителями никто со мной не жил, поэтому у меня к обоим вопросики были. Вот, ревновала. Принимаете ли вы Аделину сейчас как вторую дочь? Да, конечно, очень принимаю. Знаете, что я заметила, доктор? Это я буквально заметила года 2 назад, наверное. Года 2 назад я за собой начала замечать, что я начала скучать по Аделине и думать о ней, вот, переживать за нее. Вот. Но это буквально 2 года назад я только заметила. Вот такая Кстати, вот то же ситуация. самое, да. Я тоже начала примерно... У нас, короче, интересный такой момент произошел. Я в пубертат была очень сложным ребенком. Да, она очень вредная была. Сейчас как Азалия Азалия, вообще. да. Нервная батарейная. Вот что не скажи, да, все в штыки. Да. Поэтому я боялась даже слова сказать. Я вот сейчас Азалии тоже слова не могу сказать. И вот такая ситуация с Аделиной была. Но сейчас она вот повзрослела, да, поумнела, да. И мы с ней очень, мне сейчас кажется, в гармоничных Да, отношениях. я реально, типа, я просто по внутренним ощущениям прям чувствую, что у меня как будто вот голова успокоилась совсем. И теперь даже если она что-то говорит, мне, даже если она что-то серьезно ругается, мне смеяться хочется просто. Типа, я уже не воспринимаю ее как вредную женщину. Меня как раньше. всерьез не воспринимают. А как относится бабушка Аделины со стороны Камиля Шапа? Бабуля моя, что ли? Да, кстати, да. Как твоя бабуля относится ко мне? Она раньше думала, что вы какая-то неадекватишь, но потом, кстати, вот когда вы, типа, посидели, тогда... Посидели? Ну, у Азата об этом посидели, она говорит, да. не, говорит, она нормальная, типа, Да? женщина. А типа, почему да. она думала, что я неадекватная? Я не знаю. Да? Это, может, она сторис мои смотрела? Я не знаю. Многие же думают, что я неадекватная. Может быть. В общем, она вот после этого, кстати, мнение о вас изменила. Она Да? говорила, типа, да, она говорит, А. хорошая. Она еще тогда так и сказала, она говорит, вот Альберт, как, говорит, вот такая жена и нужна была. Говорит, не как твоя мама, а как, говорит, Милявша, типа, вот ему Вот такая так. жена нужна. Вот. Она до сих пор так говорит, она говорит, ну, говорит, свою жену себе нашел. Почему развелись мама Аделины и Альберт? Давай, твою версию. Я, кстати, не знаю. Почему Ой, они я, кстати, развелись. много версий слышала. Давай 2 версии. Давай. А папа всегда, блин, мы же честные же тут. Да. Папа всегда думал, что виновата бабушка. Он всегда говорил, что бабушка, типа, настраивала. Вот у него... Твоя бабушка? Да, что, типа, это мамина мама, типа, настраивала против. И я как-то помню, я не выдержала, я говорю, мама, это правда, говорю? Она говорит, типа, да нет, говорит, типа, я, говорит, уже, типа, ну, когда еще мы там, типа, жили, я уже, типа, приняла решение, что нужно, типа, уходить. Почему она такое решение приняла? А что ее не устраивало? Блин. Почему Аделина росла у бабушки, а не у своей мамы? И ням баше только... А, кстати, ты на этот вопрос ответила, нет? У меня маме было 18 лет, когда она меня родила. Она была маленькая, у нее не было ни образования, у нее ничего не было. Она меня даже финансово не могла никак содержать. И В смысле, тогда у тебя папа был вообще-то? вот к папе вопросики. Короче, Алар и Кехля не были готовы к семейной жизни. Денег не хватало, на этой почве началась ругань, то, что денег нету, всем охота хорошей, красивой жизни, но не могут обеспечить ни ребенку, ни себе, и в итоге, короче говоря, развились на этой почве. Я так думаю. Альберт помогает финансово, БД не против этого. Вот это смешной вопрос, потому что мы уже на него так мельком ответили, пока папа. Вот сейчас он вышел. На самом деле происходит все ровно наоборот. Мне скорее вот этот человечек помогает больше, чем папа временами. Да. У нас- И мы это выложим в сторис. Пускай знает он об этом. Моменты бывают, когда даже папа, ну, типа, он не понимает, что мне иногда нужна помощь. До него не доходит иногда. Тебе так не кажется? Он Ну, намеков не насколько можно так не понимать, ну, типа... понимает. Или притворяется, что до него Мне не кажется, доходит. второе. Нормально, Сейна Штык еще тут сейчас... Да. И папа там сидит сейчас в этом А вдруг пристрое. Хининг флюзененен утро. Скажет, минимум малаем, да? Она извини. Мама, привет. Привет, Мы мама. нормально, он очень хороший мужик. Кого из дочерей Альберт больше любит? Нет, Не, такого у нас нет. нету, да. Кстати, этот вопрос, да, вот если честно сказать, да, когда я вышла замуж за Альберта, когда я родила Азалию, да, и мне казалось, что Альберт любит Аделину больше.
Вот этот момент, Достар, да, это очень такой тяжелый момент, и это очень переломный момент. Вот этот момент вам надо, кто в такой ситуации, кто у кого падчерица, у кого второй брак, да, вот этот момент нельзя упускать, и надо перебороть себя, и надо работать над этим моментом. Потому что если бы я в тот момент, да, оставила эти чувства, не работала бы с ними, да, возможно, сейчас бы мы так с Аделиной не сидели. Потому что у меня возникла очень сильная ревность. И мне казалось, что Альберт Аделину любит больше. Мне вот так казалось. Вот ты хоть убей, да. Я себя постоянно накручивала, думала, ага, вот он ее обнял, поцеловал. Казали, больно ты не подошел. И вот так вот постоянно у меня дурные мысли в голове крутились. У меня раз у самой была мачеха, да, но у нас другая совсем история. Про это давай не будем говорить. Да, сейчас он посмотрит опять. Потом с отцом опять мои проблемы, да. Вспомнив эту свою историю, начала работать над собой, перебарывать себя. Вот в тот момент, да, если бы я над собой не работала, даже, возможно, даже брак бы разрушился. Вот я спокойно своими руками могла бы разрушить брак, и даже бы не дала общаться Аделине с Азалией, с собой боролась, со своими внутренними этими вот дурными мыслями, которые, оказывается, постоянно вот тут крутятся и не дают тебе покоя. Аделина, бывает ли, что ваш папа говорит, я дал тебе денег, только Мироша, не говори? Да, кстати, давай-ка я хочу. Хороший вопрос. Нет, бывает наоборот. Да, бывает наоборот. На Альберт Ятави стендап, конечно же. Это наоборот я говорю, папа не говорит. Да, кстати. Альберт платил алименты? Да. Ты платил алименты, Да, Альберт? он платил Да? алименты. Да так ты... Расскажите последнюю вашу ссору и из-за чего? Да, кстати, самая большая ссора, я помню ее до сих пор, я Казани запомнила. какая-то? Да, в Казань. Вы ушли, получается, в гости, и Ага. вы попросили нас поставить стиралку, Да. а мы в 3 оболтуса, естественно, какая стиралка? И Мироша начала возникать. Да. А у меня тогда такой период был, что у меня и отношения тогда по швам торчали, типа у меня прям нервы были уже на этом. И я взяла и начала отвечать, типа, что вы орете на меня, Да, это все, короче. да. Мы разругались, и я настолько, типа, взбесилась, что я, типа, ночью взяла билеты в Уфу, и в Уфу, не предупредив их, утром уехала. И представляете, иртен Турхак, значит, был юг. Тут Альберт в шоке, я в шоке. Хадыр и меня қиын болып кетті. Мен айтам, ыстам, мен айтам, қайда болған? Звонить трубканы алмай. Альберт начал нервничать, переживать. Я тут нервничаю, переживаю. Сейчас у меня уже совесть начала вот тут жрать. Сравнивал Альберт вас с бывшей женой. Да, кстати, иди сюда. Нет, Ответь. нет, нет, не мой эфир. Иди сюда, Нет, ответь. я не приду. Ответь на один вопрос. Не приду я туда. Меня, Маша. Ой, Ты сравнивал меня? С кем? Кстати, Туфтар, я вам сейчас расскажу кое-что. Что? Это было на самом деле. Что ты мне Насчет врешь? сравнивал ли Альберт меня с бывшей женой. Что врешь там? Че врешь там? Я ничего не вру, это было, между прочим. Когда мы с Альбертом начали встречаться, да, Альберт меня назвал Регина. Было же такое? А ну скажи. Не Я было. первый раз слышу эту историю. Подожди-ка, я сейчас даже сниму это. Ну-ка, Альберт, скажи-ка, было такое? Не было. Было, Не было. было. Не было, я пошел кушать. Пошел кушать. Алдаксы. Я бы хотела услышать, как вы примете Аделины детей. Вот. Да, вот это мне тоже интересно, доктор. Как я приму детей Аделины? Я начала задумываться об этом буквально полгода назад. Аделина сейчас замуж выйдет, родит детей. Это же родные внуки Альберта. И я такая думаю, блин, как я приму их? Какие у меня будут чувства? Я не знаю. Я не знаю, вот понимаете, я не знаю, я не могу ответить. Я этим вопросом тоже задавалась, я тоже задавалась этим вопросом. Я такая думаю, блин, как же я к ним отнесусь? И я не смогла себе ответ дать, не смогла. Пока Аделина не родит, я пока не увижу этого ребенка, я не могу ответить. Потому что я тоже лежала, прокручивала момент, я даже представляла, что Аделина пришла с ребенком, да. Я думаю, как я отнесусь, какие у меня будут чувства, проснутся ли у меня чувства, как у бабушки. Узнаем, когда Аделина родит.